Вы смотрите программу «Видеоспорт» на канале ТНВ, и мы продолжаем серию репортажей о этапах G-Drive российской серии кольцевых гонок 2023 года. Здравствуйте, дорогие друзья! Добро пожаловать в Республику Татарстан, арену третьего этапа G-Drive российской серии кольцевых гонок СМП РСКГ Туринг. Трасса Казань-Ринг-Каньон, расположенная рядом с поселком Высокая Гора, отличается большим перепадом высоты, очень быстрыми поворотами и действительно сложным характером. Такая красивая олдскульная трасса. Настоящий праздник у нас был здесь на трассе Казань-Ринг. Фестиваль скорости, множество развлечений, а также празднование 20-летия команды СТК «Таиф Моторспорт», признанного флагмана татарстанского автоспорта. Именно за эту команду Дмитрий Брагин выиграл все 5 своих чемпионских титулов в классе СМП TCR Russia. Именно за эту команду выступали татарстанские спортсмены, которые завоевали победы, подиумы, вице-чемпионский титул, бронзовые награды, титулы чемпионов Европы и выступали также на чемпионате мира по кроссу и ралли-кроссу. Видим мы, что было особенно много здесь развлечений для детей. Маленькие зрители были в настоящем восторге от всевозможных развлечений, которые были и в шатре Таиф Моторспорт, и в других зонах на трассе. Вот конфигурация этой прекрасной трассы, одной из самых интересных в Российском кольце. 28 метров перепад высоты, 3,5 метра длина, легендарный поворот мужества, штопор, который дарит массу удовольствия пилотам. Обзор гонок воскресного дня мы начинаем с заезда классов SMP TCR Russia и Super Production. Реверсивная стартовая решетка, поэтому 10-й стартует первым, а первый 10-м. И с пола у нас в бой отправляется Дмитрий Брагин, пятикратный и действующий чемпион этого класса. Ну а триумфатор первого заезда у нас Владимир Ратоев, только 9-й. Особенно сложно будет Павлу Климановичу. После неудачи в первой гонке ему вновь придется прорываться с 10-го места. А, конечно же, хотел бы финишировать он как можно выше, учитывая, что на этом этапе праздновалось 20-летие его команды СТК «Таиф Моторспорт». В классе Super Production с пола уходил Антон Надежкин. Но пилоту на Mazda, конечно же, было очень сложно бороться с гонщиками на Honda и Lada Vesta. И буквально в первом повороте они его уже обошли. Что касается Дмитрия Брагина, то он просто в точку здесь умчался от Андрея Масленникова. И, забегая вперед, скажу, что лидировал весь заезд и довел его до победного финиша без особых проблем. Андрей Масленников не смог здесь навязать Дмитрию Брагину борьбу. Быстро здесь оставил позади Льва Толкачева, который стартовал с второго ряда и, в общем, не смог также навязать борьбу Масленникову. И дальше Андрей сражался уже в основном с гонщиками команды «Лада Спорт Роснефть». Быстрейшим из них был Владимир Шишенин, благодаря реверсивному полу, и своим напарником по команде Александром Смолером. Видим мы, что Павел Климанович также там здорово смог реализовать свою скорость на первых кругах гонки и уже здесь вовсю сражается как раз с Александром Смолером. Пожалуй, именно Павел Климанович был одним из главных героев первых кругов. Но посмотрите, повторение ситуации первого заезда. Гонщик Лукойла выдавливает пилота СТК «Таиф Моторспорт» за пределы трассы. Вновь там лежит постриженный газон. Набивается он в воздухозаборнике Audi R3 LMS. И посмотрите, сразу же немецкий седан теряет ход. Климанович пускает вперед здесь соперников с Лады Спорт Роснефть и затем отправляется в боксы, чтобы прочистить радиатор. Вот так вот у нас сельскохозяйственные работы на трассе Казань-Ринг-Каньон по благоустройству автодрома в итоге сыграли злую шутку с пилотами местной команды СТК «Таиф Моторспорт». Казалось бы, не так много времени потерял за пределами трассы Климанович, но, к сожалению, эти проблемы гонку для него закончили. Закончили гонку и проблемы с пожаром на машине Романа Голикова. Вспыхнул его Honda Civic, причем пламя было в салоне. Долго Роман не мог отстегнуться, выбраться из машины. Пришлось ему закрыть глаза, потому что, собственно, дым ему бил в глаза. Было сложно смотреть. В итоге на ощупь буквально он смог открыть дверь, на ощупь включил систему пожаротушения, выбрался из автомобиля и после этого отправился в больницу в Казани, чтобы его там осмотрели, убедили, что с ним все хорошо. Будем надеяться, что уже на трассе в Санкт-Петербурге мы увидим гонщика за рулем этого или другого автомобиля на старте. Естественно, сейфти-кар, причем очень-очень долго. Большая часть гонки в итоге прошла в режиме машины безопасности. И это сыграло злую шутку с теми пилотами, которые сделали ставку на вторую часть заезда. Повторяю, трюк Николая Виханского из первой гонки. Даст изначально поставить себе низкое давление, чтобы затем шина в конце гонки только заработала, в то время как у соперников она будет уже изношена. Из-за того, что под сейфти-каром у нас шина так сильно не изнашивается, когда был дан рестарт, у нас оставалось всего 11 кругов в боевом режиме до финиша, и просто не успели так сильно износить колесо здесь пилоты. Павлу Кальмановичу помог
сейфти-кар для того, чтобы прочистить радиатор, догнать пелотон и попытаться навязать борьбу соперника. Забегая вперед, скажу, что, конечно же, Александр Смоллер получит штрафные секунды за этот эпизод. Так что вот так вот. Хорошая гонка для гонщиков Lukoil Racing Team, но слишком жестко они боролись с гонщиками Taif Motorsport и за это получили в итоге штрафы, потеряв важные места. Льва Толкачева соперники обходили одного за другим, но каждый обгон давался им с большим трудом. Лев очень здорово здесь сражался, отдавая каждую позицию с боем. Напомню, что в прошлом году именно на этой трассе Лев Толкачев одержал свою первую победу в карьере в классе SMP TCR Russia. Отмечу потрясающий заезд Владимира Атоева. Несмотря на то, что стартовал он достаточно далеко, прорывался, обгонял, оставлял соперника одного за другим позади себя. Очень смелые обгоны проводил ростовский пилот, как и, впрочем, его напарник по команде Александр Смоллер. Напомню, что оба они пилоты программы развития российского автоспорта SMP Racing. Выступают они за Lukoil Racing Team. Уже был успешный опыт работы с пилотами SMP Racing в московской команде. В прошлом году Егор Оруджев едва не стал чемпионом, выступая за красно-белую команду. Рустам Фатхудинов наконец-то победил все технические сложности, которые были в Сочи. У него на его Audi RS3 LMS уже в Смоленске поднимался на подиум и, конечно же, надеялся, что на родной трассе, а дом его родителей расположен буквально на холмах вокруг трассы, он все детство и отрочество провел на трассе Казань-Ринг, буквально не вылезал с трассы. Конечно же, ожидал он хорошего, сильного выступления, но, к сожалению, ничего не получалось ни в первой гонке, ни во второй. Два схода, и в итоге принял решение Рустам прекратить после казанского этапа выступать в классе SMP TCR Russia и сосредоточиться на тренерской деятельности. Ведь ни много ни мало 7 учеников у него теперь в команде Algan Motorsport. Но кто знает, может быть, мы видим Рустама в другой категории, например, в классе Touring Light. Посмотрите, какой смелый обгон в последнем повороте провел здесь Владимир Атоев. И более того, сразу же этим воспользовался и Иван Чубаров. Опешил просто Лев Толкачев, не ожидал атаки ни от одного, ни от другого, но вот такие вот дерзкие, смелые, по-хорошему агрессивные у нас молодые гонщики теперь представляют Lukoil Racing Team и Ладу Спорт Роснефть. А вот Рустам Фатхудинов сходу пройти Льва Толкачева не смог. Эти два пилота нам подарили красивую борьбу в повороте штопор. Посмотрите, весь вираж они прошли здесь бок о бок, Лев смог отбиться, и Рустам в итоге с наскока гонщика тверской команды Rumus Racing не прошел. Здесь у нас Александр Смоллер сражается с двукратным чемпионом этой категории Кириллом Ладыгиным. И оказывается, здесь впереди проходит заслуженного пилота. Следующая цель Смоллера — Владимир Шишенин. Обе гонки прошли в красивой борьбе пилотов Lukoil Racing с Ладой Спорт Роснефть, но каждый раз чуть быстрее были именно пилоты московского коллектива. Красивый пролет здесь на коптере над сражающимся пилотами в повороте штопор. Ну, а Ладыгина затем прошел у нас и Владимир Атоев. Посмотрите, немножечко ошибся на торможении здесь Кирилл, и Hyundai Elantra проезжает вперед. Далее, следующей целью гонщиков московской команды был Владимир Шишенин, который шел на третьей позиции. Что касается класса Super Production, то на этот раз не было равных пилотам Лады Спорт, пилотам на желтых вестах. Уверенно лидировал Михаил Митяев, ну а вторым шел Максим Туриев. Поначалу именно Туриев захватил лидерство. Напомню, трейдер команды Лада Спорт Джуниор в картинге и двукратный чемпион России по картингу. Выступает он под знаменами дочернего коллектива Лекар. Он пропустил в итоге вперед Михаила Митяева, перегрел колеса Макс и двукратный обладатель кубка страны в этом классе, напомню, вышел на первую позицию, но затем остаток гонки Туриев висел на заднем бампере здесь у Миши, далеко не отпустил. Николай Виханский шел третий, Леню Панфилова пройти он смог, но вот побороться с двумя лидерами у гонщика на Honda Civic не получилось. Впрочем, два подиума в Казани — очень сильное выступление для, пожалуй, главного соперника Михаила Митяева за чемпионский титул в этом году. Рустам Фатхудинов смог таки справиться с Львом Толкачевым, оставил гонщика Rumus Racing позади, но совсем не такого выступления, наверное, ожидал Рустам на родной трассе. Сражение Лады и Лукойла продолжается. Атакуют здесь Владимир Атоев, Владимира Шишенина. Пустил Смоллер Володю вперед. И затем своего тезку принялся атаковать здесь Атоев. Но посмотрите, как жестко оборонялся Шишенин и просто развернул свою машину, а капот Hyundai. В итоге две машины оказались за пределами трассы. Пустил и Смоллера, и Атоева вперед Шишенин. Так что два лукойловских автомобиля вновь у нас оказались на подиуме. Более того, буквально сразу несколько мест
заняли лукойловские пилоты на финише, 2, 3, 4, но получил в итоге Смоллер штраф за вот тот эпизод с Павлом Калимановичем, так что итоговый протокол у нас Брагин, Масленников и Атоев. У Володи победа и 3 место. Очень сильное выступление. Брагин победил и укрепил свое лидерство, которое он было потерял после неудач в первой гонке. Ну а Владимир Шенин стал вновь антигероем заезда, устроив столкновение с Владимиром Атоевым, которое, впрочем, не принесло ему каких-то высоких позиций. На подиуме пока у нас Александр Смоллер, но после штрафа кубок ему придется отдать напарнику по команде Атоеву. Атоев приближается к лидерам и становится одним из главных соперников Брагина в борьбе за титул в этом сезоне. Дима, ты, по-моему, был единственный, кто ехал без борьбы практически. Наверное, да. Потому что удалось выиграть старт и потом еще рестарт. Трасса в Казани считается не самой подходящей для Лады Веста, но, тем не менее, это не помешало Михаилу Митяеву выиграть обе гонки, а Максиму Триву приехать на подиум. Благодаря хорошему выступлению также Леонида Панфилова командный кубок забирает Лада Спорт Роснефть на трассе, которая традиционно считалась более подходящей автомобилем Subaru и Honda. Но Subaru у нас в чемпионате уже не участвует, а на подиуме в этой гонке у нас только Николай Виханский после пожара на автомобиле Романа Голикова. Впрочем, именно Николай является главным соперником Михаила Митяева в борьбе за титул в классе Super Production в этом году. Все сложилось хорошо. Спасибо зрителям большое за поддержку. Всем спасибо. Ребятам спасибо за красивую борьбу. Я считаю, все очень чисто было, корректно, классно поборолись. И очень рад, что с Ромой все хорошо. Такое не часто бывает, что все обошлось. Достаточно сложный, в принципе, уикенд был. И очень радостно было с реверса так прорваться сразу, вырваться в лидеры, но все равно у меня не столько опыта, сколько у Михаила. Следующий заезд класса S1600 и Touring Glide. Главный вопрос здесь: смогут ли гонщики на 1,5-литровых машинах прорваться вновь через весь пелотон и одержать победу? Но в классе S1600 продолжается борьба Rumors Racing и на стейдж AG-Team и команды Alga Motorsport. К большому сожалению, еще до старта возникли проблемы с двигателем победителя первой гонки Данила Хорошуна. И молодой гонщик не смог выйти на старт заезда. Он был очень раздосадован. Действительно, пока главным соперником Хорошуна является его собственный автомобиль, который регулярно подкидывает технические проблемы, из-за которых Данил не может реализовать свою отличную скорость и уже очень далеко отпускать главных соперников по борьбе в этом классе. Теперь уже под большим вопросом чемпионские амбиции Хорошуна. Ну а с первого ряда у нас стартует действующий чемпион в классе Touring Light Николай Карамышев и Станислав Новиков. В первой гонке Новиков прорывался с питлейна и доехал до очень высоких позиций. Посмотрим, ведь с первого ряда гораздо легче приехать на подиум, а может быть даже и победить в этом классе. Напомню, что также первый сезон в Touring Light проводит Новиков, как и целый ряд других пилотов, перешедших из классов Super Production или S1600. Ну а с 10-го места Егор Санин прорывался сквозь строй соперников. Сразу же несколько позиций Егор отыграл на первом круге и вышел на 6-ю позицию. Что касается категории S1600, то там Артем Антонов на автомобиле команды на стейдж AG-Team сдерживал орду команды Алга. Сразу несколько подопечных Рустама Фатхудинова пытались бросить ему вызов. Явно было у них преимущество в скорости, но буквально стеной там стоял Антонов, не пропуская никого из соперников. Посмотрите, как много здесь пилотов на зеленых автомобилях команды Рустама Салаватовича. Тем не менее, поначалу проблемой для них было то, что они больше боролись между собой, чем с своим соперником из InnoStage AG-Team. Ничего не смог сделать с 1,5-литровой машиной здесь Николай Карамышев. Более того, потихонечку стали подъезжать к нему там соперники и гонять его один за другим. Самвел Скаянц у нас вновь в центре внимания. Как и в первом заезде, всю гонку он здесь сражался внутри топ-5. Пожалуй, Скаянц даже на Volkswagen Polo, которому не очень подходит эта трасса, был одним из главных героев этого заезда. Посмотрим, как покажет себя кубанский гонщик на этапе на Егоре, где лучше будет его машине подходить трасса. Денис Карелин также очень здорово прогрессирует, но здесь оказался за пределами трассы, пропустил вперед сразу нескольких соперников. Посмотрите, всего 3-й круг гонки, а Егор Санин уже на 3-й позиции и стремительно догоняет Николая Карамышева. Также отметим сильное выступление Алексея Савина. Он был на подступах к первой тройке, но вновь развернули белорусского пилота, он пропускает вперед едва ли не весь пелотон. И позади него его вечный соперник Артем Фридман. У них были уже контакты в Сочи, и пилоты были весьма недовольны друг другом. И новая авария. Сложно сказать, кто здесь виноват. Судьи, конечно же, разберутся. Но для Фридмана
Вторая гонка здесь, в Казани, также заканчивается. Ну а машины Савина получают повреждения, и за высокие места белорусский пилот бороться уже не мог. Отличная скорость была у минского гонщика и в день его рождения в субботу, и на следующий день, но, увы, реализовать ее он не смог, и не по своей вине. А это красивое сражение пилотов команды «Алга Моторспорт». Стеной стоит здесь лидер гонки Артем Антонов, и пока пилоты там сражаются между собой, он каждый раз, занимая оборонительную траекторию, отбивает эти атаки. Но вскоре Кирилл Зиновьев смог сначала оказаться лучшим среди представителей своей команды, ну а затем прошел здесь и своего соперника. А посмотрите, что здесь сделал Владимир Черевань. Были проблемы у него на первых кругах, он откатился в хвост пелотона, прорывался сквозь строй пилотов класса S1600 и напрямую по обочине обошел соперников. Но обгон даже соперников из младшего класса вне трассы запрещен. В итоге получил штрафной проезд через питлейн дядя Вова здесь и опять не смог бороться за высокие места в категории Touring Light. Также прорывались здесь здорово и пилоты на Шкодах Фабиях, Андрей Петухов и Михаил Симонов. В этот раз чуть быстрее был молодой пилот, но тем не менее также приехал на подиум, так что у Брагин Racing Team были подиумы в обеих гонках. Но Егор Санин у нас догнал лидеров, прошел сначала Карамышева, затем Новикова и вышел на первое место. Мы видим как раз момент, когда за пределами трассы Черевань, пользуясь мощностью своего мотора 1.4 турбо, проходит пилотов младшего класса. Так вот, Карамышев здесь не смог затем сдержать, и Симонов упустил его вперед, не смог сдержать здесь и Скаянца, Петухова, и потерял действительно множество мест. Не самая удачная гонка для действующего чемпиона страны в этом классе. Еще один гонщик здесь вклинился в борьбу пилотов Innostage AG Team и Алга Моторспорт. Василий Кораблев, один из старожилов этого класса, который не пропустил ни одного сезона СМП и РСКГ и традиционно сильно смотрелся на своей родной казанской трассе. Здесь также приехал на подиум. Пожалуй, Василий Кораблев один из главных претендентов на титул и соперников Артема Антонова. Кирилл Зиновьев вышел вперед и сразу стал отрываться от Антонова, который много времени тратил на борьбу с Кораблевым и с пилотами команды Алга Моторспорт. Часто Рустам Фатхудинов ругает своих подопечных за то, что слишком много сил и времени они тратят на борьбу между собой, и вновь этот сценарий повторился. Они не только не смогли пройти Артема Антонова, но пустили вперед Василия Кораблева. На отлично свою работу сделал только Кирилл Зиновьев, который по итогу этого заезда одержал первую победу в карьере. Егор Санин стал уже второй раз первым. Это для него вторая победа в классе Touring Light, и он становится одним из главных претендентов на титул, отыгрывая тот гандикап, который у него был. Ведь в Сочи мы ульяновского гонщика не видели. Симонов второй. Пожалуй, именно он на его 1,5-литровой Шкоде будет главным соперником Санина. Пока 1,5-литровые машины выступают просто в своей лиге, Стас Новиков третий. Таким образом, вся тройка у нас за 1,5-литровыми хэтчбеками, которые дебютировали здесь на трассе Казань-Ринг. Впрочем, если немножечко придушат судьи эти автомобили, то борьба у нас будет весьма-весьма равной. Ведь машины 1.4 турбо и с атмосферными моторами 1.6 уравнять уже удалось. Ну и, конечно же, командный кубок забирает Innostage AG Team, еще одна казанская команда, благодаря первому и третьему местам ее пилотов. Я хотел сказать спасибо большое команде, которая готовила наши машины всю зиму. И да, мы начали не с первого этапа, но, мне кажется, достаточно успешно со второго, да? Результаты гонки в классе S1600 на ваших экранах. Кирилл Зиновьев побеждает, второй Артем Антонов, третий Василий Кораблев. Доминируют здесь корейские хэтчбеки. На этот раз Михаилу Дралину не удалось на его ладе бросить вызов соперникам. Ну и технические проблемы на машине Рустама Фатхудинова продолжаются. Для Кирилла Зиновьева это дебютная победа в классе S1600. Только в прошлом году он дебютировал в чемпионате, стал заниматься с Рустамом Фатхудиновым, прогрессировал весь прошлый год, затем очень длительные учебно-тренировочные сборы в Грозном зимой. И мы видим, что Зиновьев превращается в одного из лидеров этого класса. Было уже много подиумов, теперь есть победа, и, конечно же, он будет бороться за титул. Я считаю, что гонка была супер интересной. Постоянная борьба на протяжении, кажется, 10 кругов. Боролись мы, Тёма Антонов крылся, как, не знаю, зверь какой-то. Еще Вася потом подъехал. Так что супер, круто. Ну и завершает программу нашего большого гоночного уикенда третья гонка класса SMP GT4 Russia. Здесь у нас реверсивная стартовая решетка. Обладатель пола отправляется к первой десятке и более короткая дистанция. Это значит, что выяснить отношения у наших пилотов меньше времени, и борьба будет еще более напряженная. С пола стартует Антон Немкин, рядом с ним Андрей Радышинов, для которого это последняя, скорее всего, гонка в SMP GT4 Russia. Ну а с 10-го места у нас уходит в бой Олег Семенов. На старте здесь Ременяков вновь был достаточно агрессивен, но теперь уже он был с
снаружи, его немножечко вытолкали там широко, и Сергей Титаренко этим воспользовался. Посмотрите, позади остается уже и Радошнов, и Ременяка, и только Немкин теперь перед Сергеем Титаренко. Но у Титаренко явно больше скорости, и с Немкиным они сражались на протяжении субботних гонок, так что своего соперника Сергей уже хорошо изучил. Вадим Мещеряков здесь атакует опять Дениса Ременяка. Жесткая борьба между ними на протяжении всего уикенда. Жестко, но корректно. Мещеряков сказал, что получал большое удовольствие от всех этих сражений, и в целом был очень рад вернуться в серию G-Drive SMP RSKG. Атака Титаренко, посмотрите, какое есть преимущество у Супра на прямой, но здесь маневр не проходит, опытный Немкин отбивается. Сражения у нас вообще кипят на всех этажах нашего пелотона. Впрочем, в воскресенье как-то несколько спокойнее были гонщики, покрушив много техники в двух субботних гонках. Очередная атака здесь Титаренко, он выходит в лидер. И посмотрите, все-таки есть у нас столкновение и в третьем заезде. За пределами трассы Вадим Мещеряков. Дело в том, что стала спускать у него шина после каких-то контактов в стартовой толчее. И в последнем повороте резко потерял он ход, потому что задняя левая шина спустила на его AMG GT4. Уперся в него слегка Данила Иванов. Начало разворачивать машину тольяттинского гонщика, и в Данилу ходом прилетел там Андрей Сулуковцев. В итоге еще раз ударил здесь Вадим и Данила, разворачивают автомобиль под 63-м номером. Данила прыгает за пределами трассы, и тоже, естественно, от этого машина лучше себя чувствовать не стала. И Сулуковцев также оказывается в гравии. В итоге пилоты, которые были за ними, отыграли сразу несколько позиций. Отметим прогресс Владимира Черчияна, который совершенно по-другому настроил в преддверии воскресной гонки свой автомобиль. Более остро, более агрессивно, лучше почувствовал свою Супру, лучше почувствовал трассу, и темп у него сильно вырос. Обгонял он соперников одного за другим, поднимался выше и выше. С такой скоростью Владимир Черчиян вполне может бороться за высокие места, может быть, даже на подступах или внутри топ-5 по итогам сезона. Подбитый автомобиль Вадима Мещерякова, он отправился в бокс, где команда заменила ему пробитое колесо, подправила оторванный диффузор, в бой Мещеряков вернулся. Скорость у него отличная, и, конечно же, по темпу Мещеряков один из претендентов на титул. Но, во-первых, этап в Сочи он пропустил из-за того, что коробка передач на его машину вовремя не пришла в Тольятти. А здесь много контактов с соперниками, много проблем, много недополученных очков. Конечно же, в таких условиях бороться за титул Вадиму будет сложно. Данила Иванов также столкнулся с проблемами. Мы видим, что его машина не очень здесь быстро ехала после вылета за пределы трассы. К тому же Мещеряков здесь на новом колесе догнал Данилу, прошел его, оказался впереди. И на этом тоже время Иванов потерял. Олег Семенов опять проводил достаточно сильную гонку. Изменили BOP в преддверии этого этапа, зажали несколько BMW, не было скорости на прямую баварского купе. Но, тем не менее, держался в стороне от различных конфликтов, столкновений Семенов, и благодаря этому минимизировал потери, пользовался ошибками соперников, набрал множество очков. Сам он признался после финиша, что эта гонка, третья гонка в Казани, пожалуй, стала первой для него в карьере, когда не было никаких контактов у него с соперниками. Абсолютно чистенькая его машина оказалась после финиша. Здесь у нас сражение жесткое, посмотрите, Андрея Радошнова и Рената Салихова. Салихов здесь у нас проходит гонщик из Оренбурга, этим также пользуется Сергей Столяров и оказывается впереди. Все это происходит за спиной Сергея Титаренко и Антона Немкина. Немкин не смог навязать борьбу Сергею, улетел в точку пилот на Супре, но и Антон воспользовался сражением соперников позади, создал себе солидный задел и уверенно гонку вел на второй позиции. Ошибочка Дмитрия Харланчева, который дебютирует именно в гонках G-Drive SMP RSKG Touring. За его спиной уже есть два эндуренса, но пока опыта в спринтерских гонках не хватает. Сказали ему пилоты, что спринт — это совсем другое дело, это множество красивой борьбы и жестких столкновений, и, конечно же, просто обалдел от того, что происходит у нас в этих гонках, когда в небо взмыл Мерседес. Харланчев сам сказал, что, конечно же, не ожидал такого видеть, но очень большое удовольствие получает, планирует выступать во всех гонках сезона и в Туринге, и в эндурансе. Видели мы также, как еще одного соперника прошел здесь, вернулся в круг Вадим Мещеряков, остался позади Андрей Радошнов. Радошнов откатился на 6-ю позицию, и сзади к нему подбирался Олег Семенов. Для Семенова, пожалуй, была одна из лучших гонок в целом уикенда для Владимира Атоева, и как для гонщика, и как для тренера получился крайне успешным. Напомню, что в паре они уже выиграли 4-часовой эндуранс на трассе Гора Драйв в мае, так что в июле на питерских коротких гонках, спринтерских, ждем мы сильного выступления от Олега Семенова. Ну а Сергей Титаренко завоевал свою первую победу в карьере в классе SMP GT4 Rush, а вторым стал Немкин, который
который вернулся в наши гонки. И Денис Ременяк опять приехал на подиум. Отличная стабильность в исполнении двукратного чемпиона этого класса. Борьба в личном зачете у нас обостряется. Очень плотная лидирующая группа. По-прежнему впереди Ренат Салихов. Несколько отрывается он там от Данила Иванова. Но мы видим, как много пилотов у нас претендует на победы и подиумы в этих гонках. Сказать, кто же фаворит в этом классе, однозначно мы, безусловно, не можем. У нас была тактика оставить новые шины на последнюю гонку. Темп был весь уикенд, поэтому, в принципе, просто ехалось и ехалось. Таким получился третий этап G-Drive российской серии кольцевых гонок. SMP и РСГ Touring, много напряженной борьбы, зрелищные аварии, много развлечений фестиваля скорости. Зрителям, конечно же, очень понравились эти заезды. Гонщики подарили настоящий праздник автоспорта пилотам. Новые победители. Пилоты, которые впервые поднялись на подиум. Зрелищный полет Максима Кизилова, который уже обошел все социальные сети не только в России, но и в Европе. Братоубийственная бойня пилотов Алга Моторспорт. Неудача Рустама Фатхудинова. Первая победа для полуторалитровой Audi A1. Словом, много сенсаций было здесь у нас на трассе Казань-Ринг. Смотрите российские гонки.